Валера! Валера! Бляха, Я ты меня буду напугал. верной и нежной! Боже Валера! Валера! Эй, Штраф ты меня киля вообще ты не Все уступает, мама, 180! 180, хрен тебе 180. 180. Бunda 120 грага битоп бикшевали, бля. О, камера! Салям! Ты на красный проехал, что ли? Ура! Салям, смотри, блин, прислужил. Подводный режим активирован! Максименко приехал обратно выпрашивать свой матиз. Представляешь? пожалуйста, верни. Договор неправильно, говорит, составили, говорит. Хочет забрать через суд у меня матиз. Семья представляете? фальшивые деньги дала вообще. Да. Он, короче, увидел, что матиз до сих пор живой. А он-то рассчитывал, что все у него этот движок-то стукнул. Я жду, И когда ты поэтому капитал он меня, короче, его сплавил бетинде. А тут смотрит, матиз-то дыры, нормально ездит, хиндами. И такой, блин, выпрашивает, Мерседесом хаткан, волка, баткан, квартира на ремонт, ты что, ахсахы, етмей. Прикиньте, вообще без ничего остался, и вот обратно выпрашивает свой матизик. Вот тебе, а не матиз. Ты мне ее за сколько продал? За 150 же? 150? Да. 300 забирай. Играть выгоднее. Я, кажется, понял, как ты поднялась в этой жизни. А то. Какая камера заднего вида, видишь? А что, здесь камера была заднего вида, что ли? А, я не поставил, что ли? В смысле? Ты дурак, что ли, бляха-муха? Чего, ты хочешь сказать, здесь была камера заднего вида? Я снял, наверное, когда продавал. Ах ты говнюк! Че, правда, что ли? Дилматис. Иди ладно, врешь, что я блядь. там. У меня регистратор Ёпарасоте, А где регистратор блядь. стоял? Марам специально подключался. Я не знаю. Давай. Весь был, короче, меня хатрал одна машина, оказывается, камера заднего вида ыргыткан забрал себе. Потом навигаторда, камера переднего вида тоже забрал, оказывается. Что еще забрал ты там? Она вообще, оказывается, нашпигованная была. Зато диски какие дал. Қарағадай был даже галштарн халваған, достар. В телефоне были? Представляете мне? Вот. Келюш, ялтыргына. У меня же типа на голое тело, нет? Да? А где плащ? Ты скажи, что плащ нельзя, что ли? Меня взяли, что ли? В достале. Ты, блин, вообще охренел! Блин! Бля, Поехали чё обратно! делаешь? Поехали обратно! Иди. Господи! Ботинка. Ты даешь! Это вы меня заговорили А туда-сюда. нет, мне и так Ты времени ГСМС. Максименко нету! В парке лесовода будем снимать этот наш трэш-вайн. Все теперь мои вайны, друзья, трэш и стриптиз. Голая задница, голый торс. Небритые подмышки. Да, небритые подмышки. Теперь у меня весь контент такой. Меня же подписчики сейчас так пишут. Говорят, что вы, раньше у вас были вайны такие добрые, веселые, а сейчас у вас один голый зад, голый там еще что-то, у вас постоянно трэш, что творится, нам это не нравится. На самом деле они на тебя подписаны только ради этого, потому что людям интересно как раз-таки голая правда. Их замучила вот эта идеально слизанная картинка, где все накрашены с большими титьками. А ты показываешь то, что настоящее. То, что люди ходят в трусах, потому что у них есть трусы. И между ног лежать там у чувака, вайн снимать. Тоже. Это перебор. Иди нафиг, Между бля! ног это перебор. Ой, Я, блин. я, конечно, не подстрекатель, но на месте Альберта бы я бы, конечно... Ах ты подстрекатель! Так, а трусы снимать не будем, что ли? Все должно быть натурально вообще-то. Мне же Фердаус не нужен здесь, получается? Нет, а то с тюбетики, если будешь Ну вообще да, он захейтить, закинута она апельсинами Скажут, блин, яйцами. Я не слишком подозрительно выгляжу? подозрительно выглядишь. Уже на тебя косо смотрят, особенно женщины. Ты похож на эксбициониста. Ай. Во-во-во-во-во-во! Серый волк. Эксбиционист, Что блин. за слово-то? Что это значит? Экзибиционист? Вот мне тоже думаю, что за слово странное это? Вызываешь Эксбиционист, духов, блин. который... А ты же понимаешь, что скамейка сейчас мокрая, ты будешь сидеть? Ну, куда деваться? Ради войны мы что только не делаем, господи. На ходу машина что ли, То есть матизга. то, что я иду в трусах и в плаще, Да ты в плаще! это небольшие жертвы. Нет, конечно. Пожалуйста, просто посмотри. Ай, Ну посмотри. ты дурак, сейчас она полицию вызовет. Блин, девушка, мы шутим. Блин. Опять посмотрела. Опять посмотрела, говорит. Я говорю, не хочу смотреть, сама смотрит. Блин, да ты профессиональный эксбиционист, я смотрю, блин. Ты так прям профессионально по парку бегаешь, девчонка показываешь, что у меня сложилось такое ощущение, что ты давно этим занимаешься. Я вообще расстроен, что людей мало, очень мало людей, не хватает. Надо парк побольше. Сень, слышала все, Хазар? Каждый второй человек будет блогером. Почему? Сейчас конкуренция, знаешь, какая бешеная? Потому что сейчас, чем проще ты снимаешь, Айма,
тем больше на тебя люди подписывают и тебя чаще смотрят. А сейчас вайны не залетают, ты видел? Потому что разговорные видео, рилс, когда ты просто берешь и какую-нибудь фигню скажешь про то, как ты вчера побрила свои подмышки, а лучше бы сходила на лазерную эпиляцию. Вот это вот лучше залетает, чем Аленды Вайнер. Тогда можно мои сторисы просто грузить в рилс. Каждый твой сторис можно загружать в рилс. Да. Абсолютно. Сейчас конкуренция, знаешь, какая бешеная будет? Сейчас на пятки Беляша Пагая будут наступать. Пускай сразу сдуются. Переплюнут еще как еще. Знаешь, 300 как? раз. Ага, переплюнут. Они, как я, невыносливые нифига, бля. А некоторые Яштер пыхтят. вообще, яштер, знаешь, какие ялкалдар инан баштары, бля. Нет, Хазар, вообще, чем меньше стараешься, тем больше залетает. Я вообще слышал, блогеры есть, короче, которые договариваются снимать коллаборацию, там какие-то плащи где-то находят, где-то в парках снимают всякую ерунду, а им еще надеяться, что это залетит, прикинь. Вот тумбашлар ведь, ну вот такое, как может такое залететь, прикинь? Кошмар. За самый смешной комментарий что-нибудь подарим. С меня квашеная капуста очень вкусная. У Мрамды банка дадут кислый шунды, прям очень кислый. В моем рационе квашеная капуста всегда. Да. Потому что там есть аленды питательные. А я смотрю, ты прям подкачался, я просто. Ты что, фитнес-карьер, что ли? Нет, я просто, Я просто квашеную капусту ем. Ты капуста. 3-литровая банка квашеная капуста. Сам лично Максименко привезет. За самый смешной комментарий он выберет 3 чуваков. Я тоже выберу лично 3. Я вам привезу деревенский каймак с деревенским хлебом. Обещаю, сама лично. А если они не Но если только вы живете здесь рядом с Уфой, ближайшие районы, и в Уфе. Да. Но если где-то вы далеко, то деньгами придется. Набор: деревенское молоко, деревенская сметана, деревенский хлеб в одном пакете. Выиграет тот, кто напишет очень смешной, интересный, необычный комментарий. Так что ждем. Знаете, сколько я тратила раньше на такси? В месяц около 50 тысяч. Представляете? Я вообще села за руль, знаете, когда мне Альберт сказал, что я в этом месяце потратила 50 с чем-то тысяч на такси. Он когда мне так сказал, да, я так психанула. Я ездила на такси от безысходности. У меня не было, во-первых, машины, во-вторых, меня Альберт не возил, а у меня вся работа в Уфе. Мне приходилось каждый день ездить в город. А такси с нашей деревни до города Уфы утром стоил 1400-1300 рублей. Если я в день на такси тратила 2500, это получается 10 дней 25 тысяч, 10 дней 25 тысяч. Представляете? 50 с чем-то тысяч действительно. И это огромная сумма. Целая зарплата. Когда мне вот Альберт эту сумму озвучил, я вообще же действительно не знала, что столько я трачу на такси. Это было сказано с таким упреком, да. Мне так обидно стало. Я сколько просила у него машину, он мне не брал машину. Ты одна не сможешь ездить, у тебя не получится. Я сам тебя буду возить. Но он же не возил. А на автобусе ездить была возможность, конечно. Но тогда бы я на дорогу тратила только до города 1,5-2 часа. А время, как говорится, самое ценное для меня, тем более. И вот, когда он мне вот это сказал, что я потратила в этом месяце 50 с чем-то тысяч на такси, как раз мне в этот день приехал Максименко, и он говорит, он разыгрывал вот эту машину. Матис, говорит, не хотят забирать, придется, говорит, мне продать и деньгами им отдать. Я говорю, продай мне. И с тех пор я езжу на Матис. Так что, как говорится, все, что не делается, делается к лучшему. Иногда вот такие вот слова людей или там поступки, они все-таки нас подвигают к какому-либо действию. Дают топливо. Кто-то что-то плохо вам говорит, это тоже надо уметь принимать, оказывается. Это нам нужно. Вот если бы тогда Альберт мне не сказал, упрекая меня, что я потратила столько-то денег на такси, я бы так и не села бы за руль. Не села бы. Так что в какой-то мере я даже благодарна Альберту за слова упрека. Кофемашина знаешь, сколько стоит? 60 тысяч, имей в виду. Ты за 4 дня 20 тысяч получаешь. Хасан ага не звонит-то. Все, давай, слази. Хасан Усманов, Зарина Агаха, кто не знает. Этот. За 12 дней 60 тысяч. Во!
Видали? Заринаның әсәһе білмейді, сколько Зарина зарабатывает. Вот білегі Заринаның әсәһе, сколько она зарабатывает. Мамаға берсең. А ол, наверное, хоранып тек үйренеді, скорее всего. Ақсам жоқ дейді. Зарина шайта, ол бір туған ағасынан ақса постоянно хорай, представляете? Постоянно туэлинді в месяц А то- один раз. Яман үйреткен, апту апайынан хорай, ту ағасынан. Апайымдан хорамайын, ағайымдан гана хорам. Міне Милош апай әт төлейді. Берген әлі ақсам жоқ деп текеру. Вообще хитрушка еще та. Ағайыма айтам, типа, одолжи денег ты им, одолжи ты им. Когда я ему собираюсь возвращать, он мне говорит, не нужно, ты, ну не нужно, я же не буду ему сувать эти деньги, на возьмите. Вот. Үйретіп алған что это. Да, потому что младшая сестренка, самая любимая, А единственная. я самая старшая, мне никто ничего не дает. Так, начинаем готовиться. Девочки, идемте, девочки. Кто вашу вечеринку? Я что ли буду готовить закуски? Ух ты, где ты чупа-чуп взяла? Дай сюда. А мне чупа-чуп. А меня чупа-чуп. Там целый пакет. Что пакет? Мама у меня чупа-чупс отбирает, и она мне жалеет чупа-чупс. Да, я в тот раз ей пожалела, а потом мне самой стыдно стало даже. Я в один момент такой взяла, отобрала, потом такой думаю, блин, господи, я же мама. Я забыла, что я мама. Ильзира, ты пропускаешь через терку морковку. На, вот это. Через терку, через крупную терку. Картошку почистили, девчонки, молодцы, смотрите. Меня да лучше картошку почистили. Ты говоришь, Ней, штука нам, которая чистит картошку. Я вот эту штуку никогда в жизни не использовала. Заля использует она экономичнее, типа на картошку почистить. А что готовится? Какое меню вообще? Картошка, В духовке. курица. Курица, инян баше, мне же надо 2 курицы приготовить. Ёкарный баба, я забыла про курицу. 2 вида бутербродов и 2 салата. 2 вида бутербродов и 2 салата. Сейчас рано пока А делать. салаты какие? Ингредиенты. Томаты, огурцы, красный лук для заправки, чеснок, кинза, грецкий орех, нерафинированное масло, соль. Ты его вообще помыла? Для этого салата? Нет, зачем? Все, давай, мой быстренько. Это Эльзира, ты только не кроши морковку на пол, поняла? Аккуратненько, а то будешь пылесосить и мыть. Завтра, чтобы всю мою посуду собрала и привезла, ладно? Потом крабики мои все обратно. Зарин, ты мою крабик уезжала, ты привезла? посчитаем крабик. Это мой крабик. Твой крабик? А, Дарина, все, бутерброды делай. А что, что-то снимаешь что ли нас? Да. Я в шоке. В следующий раз ты приезжаешь, Аделина, имей в виду, сразу с собой 2 папируса надо брать. Понимаешь? Оба мне. Аделина, честно, я уж там и лайла. Ну смотрите, это же вообще кошмар какой-то. Пожалуйста, не позорьте нас, ясно? Так, ты батон нарезай, пока ты на пора. Чё хунды? Ленин макой рот. Почему Ленин? Не знаю. Чё ничего, мне тоже рассказывайте. Нет. Умники сраные. Спасибо большое. От меня секреты вечно. Ну, конечно. А что не берете? Секреты не рассказываете. Мама как Ляля. Реально. Ей вечно надо все рассказать, все А узнать, что? на шопинг с собой еще ее брать надо. Может, вам надо подружек завести просто? Кстати, да, мам, может тебе нужны подруги просто? Не люблю подруг. У меня травма от них. Ну не все же хотят Они себе спят с такие. моим мужем. Ну, мне кажется, это от мужа тоже зависит все равно. А? Мне кажется, от мужа это все равно тоже зависит, поэтому я думаю, не все подружки такие. Я не доверяю никому. Ну, надо же научиться заводить друзей. Сколько лет у тебя нет друзей, мам? Зачем? Мне не надо. Чтобы рассказывать вам секреты, звали с собой на шопинг. Прикиньте, это все делают друзья. Берут с собой на вечеринки всякие. Вот Азалька улетит в Китай, что делать будете? Как папа сказал, собаку заведем. Что, будете ходить с ней на шопинг? Да, с собакой на шопинг. Секреты буду ей рассказывать. يرتن منن قطلنا حين أطي هم أسي باخت لها ما تربوتي ودمناني طلمايم مخابات مده كون لما طلغان بولغان حستارم به ما تريد Азалия, ты в этом платке похожа на какую-то 50-летнюю тетушку. Вообще так смешно. Еще блендерман әлемекей штаб тұрған бола, блин. На кухне что-то готовит. Ты на меня похожа! Да. Может, вы родственники? Да. Короче, Аделина готовит у нас бутеры. Азалия делает соус для салата. Смотрите, как он соус. Что за салат? Расскажи-ка быстренько рецепт. Короче, это называется салат по-грузински. Получается огурцы, помидоры, лук по-обычному, но все решает заправка. Греческие орехи, кинза,
нерафинированное масло, чеснок. Мы все это И заливаете огурцы с помидорами и красный лук. Это называется, оказывается, грузинский салат. Просто соус отвечайте, вместо майонеза. Аделина у нас делает этот, как там его? Брускеты. Давай, что за брускеты? Аделина? Я не знаю, как они называются, но это любимые брускеты Азалии. И очень мне понравились. Они у нас делаются из крабовых палочек. Их надо вот так специально вилкой Ну, делать, чтобы, да, консистенция такая приятненькая была потом, когда да? жевалась. Как спагетти. Да. Туда добавляем икру, майонез. икру? Ну, любую, вообще вот такую вот икру Ага. с майонезом. Ага. Потом добавляем туда еще майонез сверху и сыр. Намазываем на хлеб, да, и запекаем в духовке. Нам надо только. Крабовым палочкам добавила вот такую икру. Ни хрена не икра, наверное, скорее всего. Ну, это не икра, конечно, это имитация икры. Имитацию икру, скажи, добавила. Имитация икры, ну, для всех это икра. Я вообще сильно похудела. Вы тоже. Да. Нет, правда, я смотрю, короля Адриносом, ну я не очень красиво идет. Спасибо, вам тоже. Нет, правда? Нет, она очень похорошела, Аделина, кстати. Спасибо. Угу. Так, а вы натерли мне сыр для... Нет? А зачем они должны тебе натирать все? Сама натирай себе. Офигеть. Минимум бахар хадым да эштетме. Иди отдыхай, да? Да, иди отдыхай, иди полежи. Сейчас я как раз такие истории сниму. Ты лежишь, водку тариф на телефоне, Аделина пак здесь там. И потом как начнут мне писать опять. Ну-ка я дойду, вообще капец тут бутайник. Иди вон на диван полежи. Лежишь, что ли? Сейчас, подожди, 5 минут на диване полежишь, она придет и скажет: а что лежишь? Кунак было бы, ты уже давно не кунак в этом доме. Мы добавляем сейчас сыр натертый сюда же. Натираем на глаз. В целом много не надо. Сыр натирайте на глаз. Прямо в буквальном смысле. И добавляем обязательно майонез, чтобы было по жиже. Или как это правильно? Ну, чтобы консистенция была нормальная. И вкусно, чтобы было. Не знаю, в рецепте так было написано. Майонеза можно по-таргански. По-таргански? Я вообще этого слова не знала до того, Да? когда вас не узнала. Да. Следующие брускеты у нас будут делаться из бекона, творожного сыра и обычного сыра. Этот рецепт я делаю впервые, его нашла Азалька. Бекон хороший. А бекон это же не халяль, да? Не халяльные бутеры будут. Вас вообще капитально захейтят. Аделина будет есть это. Мы не будем есть. Нас не... Нифига себе, я мальчика такая, да? Отругайте ее. Напишите плохие слова Аделине. Она ест бекон. Представляете вы? Свиной бекон. Мусульманка ест. Мальчика года еще, мать года пожалела мне чупа-чупс. Отобрала. Ни стыда, ни совести. Вы что, опять купили ППшки в Турции? Ага, папа. Господи. А еще мама привезла целый пакет этих вафель, которые потихоньку мешают мне. Ай, блин, я все поняла. Чупа-чупсы жалеет, вафель тоже вообще. Органы опеки. Присмотритесь к моей матери. Она запрещает своей дочери. Она не кормит своего ребенка. Отбирает чупа-чупсы. Жалеет еду. Берем вот такую жижу и начинаем намазывать. Намазываем прям не жалеем, чтобы такая хорошая шапочка получилась. Обязательно сыр вот так по краям убирайте, потому что если не уберете, он сплавится и растечется по пергаменту. Зачем нужно в духовку? Потому что... Чтобы... Зачем? Реально нужно в духовку. Потому что, чтобы сыр расплавился и чтобы форма красивая была. Мы на Новый год что-то похожее приготовили первый раз с Азалькой. Азальке очень понравилась сама вот эта шапочка. И мы из этого бутерброд еще научились готовить. Спасибо, Pinterest. Я все там ищу все рецепты. Да? Азалька тоже. Да. Ищите все рецепты башкирской домохозяйки. Нифига сидеть там Pinterest или Мандей. А башкирская домохозяйка берет рецепты из Pinterest сама, да? Ты когда свои кудряшки покажешь? Я Кудряшка только была. там я... А что Эльзире прическу не сделали? Да, вообще-то. Ну давай Да. пойдем, я сейчас... Иди туда-сюда, часовой юры гнатоманда, кухняла. Не, Зарина сделала прическу. Ставим на 200 градусов. Пока еще не знаю насколько. Сейчас мы посмотрим рецепт и вспомним, насколько ставить. Но вроде как на минут 20. А сколько градусов? 200. 200 градусов, 20 минут. Да. Эльзире кудряшки начали крутить. Кудряшки. А что это?
Мы выпрямляем и просто кончики забиваем. На тайку похоже. Кстати, готовится. Готовится к дню рождения девочки. Прихорашиваются. Мы уже сравнили, но ни разу не назвали башкиркой. Да. Башкирочка. Баймак башкиртов это. Баймактара, салям. Это что за подкрадули? Подкрадули почему? Да, потому что они зеленые леопарды. Это мои любимые тапочки, между прочим. Мы с Аделиной поехали покупать главпивторг пива. Девочки будут пиво пить. Шучу, конечно. Не надо верить моим словам. Мы поехали за тортиком. У нас торта нет. Короче, друзья, я обожаю очень сильно вот этот торт папирус. Он выходит в городе Стерлитамаке. Посмотрите, город Стерлитамак, да? Да, город Стерлитамак. Производители папируса, к вам обращаюсь. Возьмите меня амбассадором вашего папируса. Я обожаю ваш папирус. Вот делаю вам бесплатную рекламу. Офигительно вкусный торт. Можете присылать мне каждый день по 2 штуки. Я не устану хвалить ваш папирус. Все, они, наверное, уже не пришли, потому что я уже сделала им бесплатную рекламу. Нифига он не вкусный у вас. Пока вы мне не будете присылать бесплатно свой торт, я буду говорить, что он невкусный. Есть еще такой? Не ври. Нет, себе, наверное, положили. Себе я уже вчера купила, забыла забрать. И где он, который забыл забрать? В смысле, я себе его купила? Тебе сладко нельзя. Дай мне. Не дам. Ну давай. Ты в магазине работаешь, тебе еще привезут. Ты закажешь тебе. Я вчера купила. Ага. Ну давай. Что будем делать? У меня у дочки день рождения, мне еще один папирус нужен. Не дам. Знаете, что делают продавцы пятерочки? Они самые вкусные торты, самые вкусные продукты, свежие. Врет. Себе откладывают, а нам, значит, дают этот. Я вчера старый. купила на правах покупателя. Ну ладно, дай, что ты. Один только штук оставили. Когда он привозит-то? Через... А, я сейчас им буду звонить, блин. А, вон туда прям, да? Да, прям туда я буду Привезите горять. мне Да. домой. Скажу, какого черта по одному штуку привозите? Они по 2 только привозят. Ну вот по 2. Не успеваешь покупать, блин. Девочки начали закупаться алкоголем прямо при мне. Представляете, ни стыда, ни совести. При мачехе покупает себе алкоголь. Зарина, оказывается, пьет вот такое вот пиво. Сладкое пиво, оказывается. 3 штуки Зарина заказала. Боже, сейчас выставят меня алкоголичкой. А что? Конечно, я тебя выставлю алкоголичкой. Смотрите, бессовестная. Прям перед мачехой закупается за ее счет алкоголем. Че говорит, что ведет трезвый образ жизни и совестный. Типа занимается спортом. Да нифига подобного. Алкаши. Зачем? Ты куда так много? Ужас какой. Она сказала, что у тебя стресс, и ты сегодня напьешься. Какой стресс? Мы вообще пить не собиралась, блин. А чьи это? Я знаю, сколько ты пьешь, как раз твоя порция. От 1 0,5 улетаю, Все блин. слышали, да? Все слышали? Неправда, от 1 0,5 я уже улетаю. А мне послышалось, я от одной лепешки улетаю. Эльзира, прости, папирус я тебе не дам. Папирус я сама люблю. Вот, блин, ты, Эльзира. Куда придешь, покушаешь? Вот так, харабар, вкусный параларманый. Я завтра вернусь еще. Харабар, Азарянов. Завтра вернешься. Эльзира говорит, я завтра вернусь. Ради папируса я Да, готова. угрожает еще, прикиньте, я завтра вернусь, ты меня это. На вокзал идете торговать чебуреками. Чурчхела. Бутербродами торговать они идут. Возьми-ка, там у меня ноутбук, поэтому это надо будет вперед делать. Особенно Азалия похожа на торгашку с пирожками. Нифига себе, блин. Дай сюда. Пулям. Платки вообще колоколом. Так, еще надо это пиво перегрузить. Для алкашей, для Аделины и Зарины. Не, подожди, поставь пакет сюда. Сейчас еще пиво надо перезагружать. Что за мать такая? Балахана пиво ты поедай. Это Аделина ман, хине Зарина. Мини, хине бендан айтам, қарайлар. Даже светомузыканы халып алғандар бар. Қарайлар. Даже светомузыку взяли. Господи. Хорошо погулять, малыш. Спасибо. Электричества нет, хорошо, да? Как вам украшение? А, я не видел. Они тут на всю комнату. А я не видел. Вообще, Мне однажды приснилось море, там были мы. Мне однажды приснилось счастье, там были мы. Там были мы.
только рассвет, на кровать падает первый луч. Это сон был или нет, но ты не забудь. Воздух соленое счастье, всем прохожим говорит здрасте. Эта пена морская мне не дает ответ. Это сон или нет, это сон или нет. Тысячу раз люблю, тысяч раз люблю. Отражение в твоих глазах — это то, что словами не сказать. Бежим по берегу моря, внутри тишина и покой. Вокруг незнакомый нам город, но главное, что мы бежим по берегу моря, внутри тишина и покой. Так хочу согреться у нашего костра. Куда уходит детство? Скажите мне, друзья, и я бы все отдал, чтобы как первый раз, без повода и до утра. Ваши голоса рядом, как лекарство для души. Мы, дети, играем во взрослую жизнь. Соберу друзей, некуда деться. Это последнее лето моего детства. Хочется петь, даже раздеться, ведь это последнее лето моего детства. Запоминай все имена, это все мы, наша история. Горят глаза, а значит вместе не